Ингушетия – аграрный регион с большим потенциалом импортозамещения. Но как в полной мере использовать имеющиеся земельные ресурсы региона и улучшить производительность сельхозпроизводства? Решение этих вопросов позволит достигнуть главные цели, которые стоят сегодня перед Минсельхозом Ингушетии. Это повышение агропромышленного комплекса республики, обеспечение продовольственной безопасности населения по основным продуктам питания. На сегодняшний день общая площадь сельхозугодий региона составляет более 122 тысяч гектаров. Пастбищ 68,5, сенокосы 2,6. Многолетние насаждения 2,4 тысячи гектар. Залежные земли 0,7 тысяч гектар. Из них паш находится в пользовании в группах 27,7 тысяч гектаров, 38,8%. В КФХ 35,1 тысяча гектаров, 50,1%. В СПК ООО ЗАО 7,7 тысяч га, что составляет 11%. По итогам проведенной проверки Минсельхозом региона в 2019 году земель, используемых не по целевому назначению, выявлено не было. Таким положительным показателям поспособствовали общие усилия Минсельхоза совместно с муниципалитетами и управлением Россельхознадзора. Так, за 9 месяцев 2019 года управлением проведена следующая работа. Проведено проверок соблюдения земельного законодательства 344. В том числе 133 проверки по контролю за исполнением предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, то есть ранее выданные предписания. Выявлено нарушение обязательных требований 165 штук. Количество штрафных санкций наложено в размере 450 тысяч рублей. По информации участников семинара, отдельные хозяйства, расположенные в зоне достаточного увлажнения, получают стабильно высокий урожай. На это влияет применение минеральных удобрений, правильный подбор средств защиты растений, внедрение современных технологий. Однако показатели других сельхозпроизводителей неутешительны. За последние 3 года урожай зерновых и зернобобовых составил около 27 центнеров с гектара, подсолнечник – около 1 центнера с гектара, картофель – 160 центнеров, овощи – 100 центнеров с гектара. Исходя из таких результатов, делают вывод – интенсивные технологии при возделывании сельхозкультур не применяются должным образом. Для внедрения интенсивных технологий необходимо в первую очередь сделать анализ почвенно-климатических условий республики. Необходимо отметить, что более 60% пахотных земель расположены в зоне рискованного земледелия, где в последние годы периодически устанавливается засуха и гибнет урожай сельхозкультур. Отсюда вытекает, что без применения орошения и влагосберегающих технологий в данной зоне эффективность применения интенсивных технологий не дадут должного эффекта. Без внимания не осталось и развитие садоводства. Прозвучало предложение освоить склоновые земли, которые малоудобны или вовсе неудобны для полевых культур, однако пригодны для ведения садоводства. Алкасы, галашки до самого жираза есть земли, которые не пригодны под полевые культуры. Но в то же время они пригодны под плодовое насаждение крутого дерева. Вот надо их осваивать. То есть надо сады размещать полевой. Это опыт изучен наших соседей далеко давно, Кабардино-Балкария, пригорная зона, да и в других регионах. Вот. Поэтому, учитывая условия нашей республики, надо оставлять равнинные земли под полевые культуры, овощи, другие. Здесь же отметили, в целях реализации приоритетных национальных проектов развития АПК и малый бизнес в республике должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов и развития системы сельской кредитной кооперации. В ходе реализации этих проектов сталкиваются с проблемами, препятствующими его развитию. Одна из них – слабая активность органов местного самоуправления в регионе при оказании организационной, консультационной и иной помощи малым формам хозяйствования. Обращаю ваше внимание на необходимость доводить до граждан, работающих в личном подсобном хозяйстве и в крестьянско-фермерском хозяйстве, всю необходимую информацию об условиях получения субсидий по кредитам, в том числе о том, что на какие цели можно брать субсидируемые кредиты, что компенсируется, часть процентной ставки, а не кредит,
в банках. Также говорили о необходимости совершенствования организационно-правовой формы ГУПов. Минсельхоз считает, что необдуманное поспешное принятие решения по реорганизациям или ликвидациям хозяйств приводит к противоположному эффекту. Этому свидетельствует горький опыт прошлых лет, когда исчезали основные средства и сельскохозяйственная техника. Считают, каждому хозяйству нужен индивидуальный подход с учетом потенциала его дальнейшего развития. По итогам встречи премьер отметил необходимость тщательного рассмотрения каждого вопроса. Протокольных решений каких-то в данном случае будет недостаточно. Наверное, это все-таки будет более какая-то масштабная программа, потому что она будет не только краткосрочная, но и так и среднесрочная, и долгосрочная перспектива. Принимая решение по новой программе, Константин Суриков отметил, что проанализируют каждый доклад, учтут каждое предложение и пожелания участников семинар-совещания. Диана Дударова, Асхат Белакиев, Новости 24.